Наш эфир продолжит брифинг о топливообеспечении в Якутии. Предлагаем послушать. Сегодня, 17 августа, в связи с текущей логистической ситуацией и для обеспечения равномерного распределения ресурсов на автозаправочных станциях филиала Якутская нефтебаза сохраняются временные ограничения на продажу топлива. Эти меры вынуждены и краткосрочные. Они вводятся исключительно для того, чтобы топлива хватило всем до прибытия следующей партии. На 7 заправочных станциях суточные лимиты на бензин марки АИ-95 сохраняются. Это станция Якутская НПЗ в 202 микрорайоне, а также Покровске, Мусауллахе, Магарасе, Булгунихтахе, Илбенге и Кангаласах. На всех перечисленных заправках временно прекращен отпуск бензина АИ-92 как за наличный, так и по безналичному расчету. На остальной станции сети, таких как АЗС 2, 6, 8, 12, 15, 51, 62, КЗС Синский, топливо отпускается в штатном режиме без лимитов. На станциях 1, 3, 4 сохраняются ранее введенные ограничения по форме оплаты. Данные ограничения не касаются экстренных и аварийных служб. Скорая помощь, пожарные, расчеты, спасатели и аварийные бригады обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. При поступлении новой партии топлива в республику лимиты будут оперативно пересмотрены. В эфире новости, в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого выпуска. Впервые в Якутии стартовал проект применения агродронов в полевых работах. В сельскохозяйственный кооператив «Эргиз» Чурапчинского района беспилотники применяют для полива удобрений, а также для обработки посевов. В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор традиционно проводит проверку школ республики. В течение августа сотрудникам ведомства предстоит обследовать 626 объектов образования. В Сунтарском районе состоялся первый открытый марафон «Забег земли Аланхо». Мероприятие организовано администрацией Сунтарского наслега и спортивным объединением «Сулу Спорт». Заявки подали 300 человек. Сегодня в Чурапчинский район с рабочим визитом прибыл глава Якутии Айсен Николаев. Впервые в Якутии и в селе Мырыла Чурапчинского района стартовал проект применения агродронов в полевых работах. В сельскохозяйственном кооперативе «Эргиз» беспилотники применяют для полива удобрений, а также для обработки посевов на площади 170 гектар. В ходе рабочей поездки Айсен Николаев также ознакомился с местными товаропроизводителями, посетил стройку нового детского сада «Каталык», встретился с семьей участника СВО Гаврила Степанова и принял участие в освящении организации столетнего юбилея Дмитрия Коркина. Вот в селе Мырыла очень хорошо организована работа кооперативов. Осмотрели выставку сельхозтехники, осмотрели выставку товаров местной продукции. Прямо вот ассортимент, качество местной продукции на каждым годом растет и увеличивается. Применение таких современных технологий, как беспилотные летательные аппараты, они являются, вот сейчас вот в селе Мырыла является первой пробой. И должны практиковать это во многих хозяйствах, и это даст положительный эффект в работе сельскохозяйственного производства. Также глава Якутии посетил и Татинский улус. Он ознакомился с работой сельскохозяйственного потребительского кооператива «Баим», который с прошлого года занимается восстановлением пахотных земель. Помимо этого, Айсен Николаев посетил новую поликлинику Центральной районной больницы. В торжественной обстановке он дал старт работе врачебной амбулатории в селе Баяга. Это современное здание в 220 квадратов по воплощению многолетней мечты жителей отдаленного наслега. В завершении своего визита глава республики посетил многофункциональный муниципальный центр, который откроется в этом году. Якутия заняла 9-е место в рейтинге регионов России по доле работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированной на региональные цены. По данным экспертов, в республике 40,9% работников получают зарплату выше средней по стране. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ненецкий и Ханты-Мансийские автономные округа, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.
Временные ограничения на продажу топлива сохраняются на 7 автозаправочных станциях филиала Якутской нефтебазы. Лимиты не касаются экстренных и аварийных служб и будут пересмотрены после поступления новой партии. Суточные лимиты на бензин марки АИ-95 сохраняются на НПЗС в 202 микрорайоне Якутска, а также на АЗС в Покровске, Максаллохе, Магарасе, Булганихтахе, Ильбенге и Кангаласах. На этих заправках временно прекращен отпуск бензина АИ-92 как за наличный, так и за безналичный расчет. Новых лесных пожаров на территории Якутии не обнаружено. При этом продолжают действовать 52 возгорания на площади в 1 000 000 га. Термоточки зафиксированы в Верхневилюйском, Кобяйском, Мирдинском, Нюрбинском и Оленёкском районах. За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 2 лесных пожара, действующих на площади более 68 тысяч га. Работы по тушению ведутся по 8 возгораниям. В настоящее время идет наращивание группировки в Кобяйском районе. Всего же для пожаротушения привлечено 469 человек и 34 единиц техники. На удаленной и труднодоступной местности в зоне контроля продолжает действовать 44 лесных пожара на общей площади 899 247 гектар. Это труднодоступная удаленная местность, недосягаемая для вертолетной техники. По ним продолжаем постоянный мониторинг. Может отмечаться задымленность в Вилюйской группе районов из-за действия лесных пожаров в зоне контроля. Напомню, что на территории республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера сохраняются на территориях Мирнинского, Оленёкского, Нюрбинского, Среднеколымского муниципальных районов. В преддверии нового учебного года Роспотребнадзор традиционно проводит проверку школ республики. В течение августа сотрудникам ведомства предстоит обследовать 626 объектов образования. На сегодняшний день инспекции подверглись 532 школы. Их готовность составила 70%. В зоне контроля Роспотребнадзора косметический ремонт всех помещений, необходимая освещенность в учебных классах, обеспеченность медикаментами, а также санитарное состояние как уборных, так и мест для питания. При выявлении недочетов школам необходимо исправить их в отведенный срок. В рамках подготовки к новому учебному году специалистами управления проводится оценка условий воспитания и обучения детей. Ключевыми вопросами являются санитарно-техническое состояние объекта, организация горячего питания школьников, наличие допуска к работе работников. В настоящее время проходит декада горячей линии по качеству и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей, в ходе которой специалистами осуществляется консультирование по подготовке к школьному сезону. 15 августа в России отметили День археолога. В Покровске в рамках этой даты организовали экскурсию в местность, где прямо сейчас ведутся археологические раскопки. Что ищут археологи, узнавала Виолетта Засимова. Хорол-Тумус или Караульный мыс – место для Покровска историческое. Именно с ним связывают основание города. Первые археологические изыскания прошли здесь еще в 40-х годах прошлого века. Тогда ученые обнаружили следы стоянки эпохи неолита возрастом 3-4 тысячи лет назад. Спустя десятилетия раскопки возобновились под руководством сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН Егора Николаева. В свой профессиональный праздник он провел для покровчан экскурсию, где показал, как устроен полевой быт исследователей и какие находки были обнаружены. Таким образом скребем, и каждый сантиметр грунта мы проверяем. И если здесь что-то есть, то, как правило, лопата натыкается на камень, издает там звонкий такой звук, и там уже расчищаем уже с помощью мастерков, кисточек. Главный интерес к артефактам. За время раскопок археологи подняли около 200 предметов. Среди них каменные наконечники стрел. Обнаружен был еще такой красивый наконечник стрелы, он такой весь прозрачный. Даже на солнце просвечивается. Тоже И фрагменты древней керамики. Пока мы не знаем, что это за керамика. Примерно тоже где-то 2-3 тысячелетие до нашей эры. Эти неолитические находки ученые ожидали найти здесь. Настоящей сенсацией же стали каменные пластины эпохи мезолита, более раннего периода, предшествовавшего неолиту.
Они, получается, имели функцию какую? Это были сменные лезвия, можно сказать. Да. Еще одна невероятная находка археологов в этой местности – скелет соболя плейстоценового периода. Предположительно, этим останкам около 10-12 тысяч лет. То есть это достаточно редкая находка. Как говорят, вот с нами работал палеонтолог, он говорит, в Якутии вообще находок соболя очень мало, там штук 5-6, по-моему, найдено. И то неполных скелетов. Древнего зверька обнаружили юные исследователи, участники школьной экспедиции «Элеяда», которые наравне со взрослыми специалистами работали на раскопе. У детей очень зоркие глаза, поэтому они найдут, что не найдут сами археологи. Вот так. Полевой сезон продолжается. Впереди еще раскопки, а затем обнаруженные артефакты пройдут камеральную обработку, будут описаны и сфотографированы. Затем всю коллекцию находок передадут в фонд Хангаласского краеведческого музея. А само место раскопок бережно рекультивируют. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Идем далее. В Сунтаре состоялся первый открытый марафон «Забег земли Аланхо». Мероприятие организовано администрацией Сунтарского наслега и спортивным объединением «Сулу Спорт». Заявки подали 300 человек, фактически участвовало 283. Этот марафон проводился с помощью программы ППМИ. Всем участникам подарили стартовые наборы, шейкеры, рюкзак, футболку с логотипом земли Аланхо. В марафоне также принял участие исполняющий обязанности министра финансов Якутии Иван Алексеев, что стало примером для всех участников. При поддержке программы местных инициатив получилось так, что мы смогли подготовить очень достойные стартовые пакеты. Всего за 500 рублей участники получили и рюкзак, и шейкер, медаль, футболку. То есть хочется, чтобы дальше также мотивировать людей на здоровый образ жизни и любительский бег. В Усть-Алданском улусе в течение 2 дней на кубок футбольной команды «Галиадор» проходит республиканский турнир по мини-футболу для детей школьного возраста. Соревнования проводятся одновременно на 3 полях. В соревнованиях примут участие воспитанники футбольной школы из Якутска, а также команды Горного и Усть-Алданского улусов. Турнир пройдет в честь 50-летия Алексея Тарского, основателя футбольного клуба «Галиадор». Целью турнира является определение и поощрение лучших детских команд и спортсменов. Соревнования вот только начали, первая игра, сейчас первую игру играем. Коллеги со Созвана пригласили, вот. Благодаря этому мы приехали в гости поучаствовать. Игра как пройдет? Стенка на стенке или как правило? Как? У нас 5 команд, да, круговая будут, по 4 игры будет. Сегодня мы играем 3 игры, завтра 1 игра будет. Это были все новости к текущему часу. До встречи в дальнейших эфирах.